каждом районе республики открыты пункты приема анализов на коронавирусную инфекцию. Специалисты на местах работают фактически без выходных. Все анализы на ковид со всей республики отправляют сюда, в лабораторию Республиканской санитарно-эпидемиологической службы. Это единственное место, где проводится исследование на наличие коронавируса. В день лаборанты обрабатывают до 200 проб, и на это уходит порядка 10 часов. Увеличить количество обрабатываемых биоматериалов нет возможности в связи с нехваткой специалистов. Когда мы начали, собственно, с марта месяца производить анализы, у нас работало в лаборатории 2 человека, ну, как оно и было до этого. Затем, со временем, когда объем работы добавился, мы перепрофилировали еще 3 человек, и еще нам прикомандировали еще 4. Ну, прикомандировали вот этих 4 уже где-то в конце августа, когда уже намного увеличился поток пациентов. К нам привозят анализов более, чем мы можем сделать. То есть, если мы можем сделать около 200 анализов в сутки, то нам привозят около 400, вот так скажем. Ну, не всегда сейчас прям 400, но 350-400. И вот эти хвосты, они, естественно, остаются. Важно отметить, что есть категории граждан, чьи биоматериалы обрабатываются в первую очередь. Речь идет о тяжелобольных людях. Анализы мы делаем вне очереди. Это тем людям, которые, допустим, срочно выезжают на лечение. Мы им не можем не сделать анализ. Затем мы делаем срочно для госпиталя Гудаутского анализы. Почему? Потому что они должны освобождать койки. Мы делаем срочным больным, которым совсем плохо, которые задыхаются. И также у нас внепланово должны идти и идут периодически это медработники, которые и не только с ковид-центра, но и еще и с других медучреждений, потому что они должны лечить и других больных. И потому иногда так получается, что человек, который был, допустим, несрочным, он может ждать анализ больше, чем тот, который был срочный, это очевидно. Лаборатория СЭС обеспечивается тест-системами и расходным материалом в количестве до 5000. Этого количества хватает на месяц на 200 человек. Но в связи с распространением инфекции увеличилось количество обрабатываемых биоматериалов. Поэтому возникла необходимость приобретения дополнительных тест-систем, а также увеличения штата сотрудников Государственной санитарно-эпидемиологической службы. 1 октября текущего года увеличивается объем финансирования на дополнительные штатные единицы в Государственной санитарно-эпидемиологической службе в количестве 11 человек, из которых 8 человек – это врачи, 4 человека – вспомогательный персонал. До конца текущего года объем такого потребления составит 615 тысяч рублей. К этому Министерство финансов готово и приступит к финансированию по мере поступления заявок на подобные цели. Буквально дней 20 тому назад были направлены средства на приобретение дополнительных тестов в объеме 3,9 миллионов рублей. В части, касающейся мероприятий по приобретению специализированного оборудования и расходных материалов, здесь сформулирована потребность Министерства здравоохранения в объеме 1,5 миллиона рублей. Мероприятия были детально изучены, есть обоснованность объемов на финансирование. Минфин изыскал источник, сделал предложение руководству страны об определении порядка и сроков финансирования, так что мы по мере потребности готовы к финансированию этих мероприятий. По словам Владимира Делба, завершены организационно-технические мероприятия по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ. Сумма контракта составляет 1 миллион рублей. Кроме того, принято решение о дополнительных выплатах медработникам. Президентом нашей страны принято решение о адресной поддержке работников медицинских учреждений, которые заняты в работе в Гудаутском госпитале. И им ежемесячно дополнительно выплачивается заработная плата. И общий объем на выплату дополнительной заработной платы таким работникам уже достиг 15,5 миллионов рублей. До конца текущего года потребность, ожидаемая, еще составит 16,4 миллиона рублей. Вчера было принято решение главой государства, открыто финансирование на дополнительную оплату, то есть на эти цели в объеме 4 миллиона рублей. И ежемесячно, своевременно
и в полном объеме эти ресурсы будут доводиться. Здесь прямое поручение президента есть. Эти расходы стоят первыми. В целом, по словам министра финансов Владимира Делба, дополнительные расходы государственного бюджета на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции составили порядка 48 миллионов рублей. В эту сумму входят расходы на борьбу с инфекцией с первого дня ее появления в республике, в том числе расходы на размещение и содержание наших граждан в пансионате «Айтар» – 2 миллиона рублей. На строительство специального помещения для томографа в Гудаутской ЦРБ государство потратило 9 миллионов рублей. Аля Катрапш, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.